Зайку собрал? Да. Дьявол, молодец это. Так, ну что? Наконец-то вроде бы закончил клининг машины по салону. За второй присест. Вот так вот. Выглядит сейчас хорошо. Всю шерсть убрал, ковры как мог почистил. Ну, то есть, это не супер клининг, конечно, какой надо было бы сделать, да, там, торнадорами, всякими вот этими специальными пылесосами. Это все вот здесь, насколько я могу, там всякими очистителями, пылесосиками, тряпочками, щеточками, как смог, так и помыл. Ну, вполне хорошо. Вот. Обработал кожу специальным раствором. Сейчас блестит, красивенько все. Вот багажничек такой большой. Вот, третий ряд здесь. Третий ряд. Вот если третий ряд сложить, то места-то вообще много. Да. Нормально. Красивый белый салон. Мне, конечно, белый салон, вот что-что. Светлые салоны мне очень нравятся. В них как-то вот воздуха много. Создает ощущение большого пространства, нежели вот черные салоны. Мне очень нравится. Ну, а так, конечно, вот такие мелочи, косяки, которые я буду исправлять. Резинки тут со временем все просохлись, как и вот здесь вот. С другой стороны, вот тут я уже почистил все. Вот с той стороны вот там тоже начинает отваливаться все. Вот это все я буду менять со временем, но это не к спеху. Главное, сейчас все очистил. Нормально. Там еще по механической части работаю. Ну, машину я планирую себе оставлять, поэтому она мне очень нравится. Все работает, все хорошо. Volvo, конечно, я прям проникаюсь любовью, как бы смотрю, вот сейчас изучаю вообще про марку. Не скажу, что я фанатом прям Volvo буду. Я не такой человек, там, чтобы фанатеть почему-то, но уважение у меня есть, конечно, к бренду. Ну, тем более мне Швеция очень нравится вообще. Эта страна мне очень понравилась, как бы такая ностальгия. Машина сделана в Швеции. Да больше их нигде не делают, их только в Швеции завод. Ну и в Китае там они для собственного рынка делают, а Швеция. Да, красота. Ух, какие красивые журавли, а. Ох, красавцы какие. Ну что, сегодня 22 января 26 года. Сегодня у меня день рождения. Да, сколько? 34 вроде как. 34-я зима накапала. Да, что, планов никаких нет. Сегодня что праздновать? Гуляем. Просто хорошо провести день, уже праздник. Без всяких празднований. Вот сейчас в лес выехали, гуляем. Погода шикарная вообще. Да.
Помеху справа тут пропустил. Ох, сейчас взял пивка, роллов, поплыл встречать закат к безымянному острову. Ну, пусть будет это остров моего имени. Остров Тинче пусть будет. Раз он безымянный, ну шо. Хоть так вот первооткрыл. Все уже открыли почти на свете. Вот хоть что-то должно же мне остаться. Ой, хорошо как. Как вот иногда хочется вот просто день провести без суеты. Вот поймать вот это мгновение наедине с природой. Ну, природа, конечно, относительно здесь. Вон мост оживленный, машины ездят, но все равно. Вот включить наушники, слушать любимую музыку, любоваться природой, поймать вот этот миг единения с самим собой и с природой. Этого так не хватает зачастую. Ощущаю себя как в путешествии снова. Где-то поставил палаточку вон там. Здесь можно жить на этом острове вполне. Поставить палатку. Тут, там есть площадка такая. Тут можно жить прям реально. И вот, и что хотел сказать. Шикарно все. Шикарно. 34 годика на этой планете Земля. 34-я зима. Классно, живем дальше, наслаждаемся жизнью. А иначе смысл жить на этой планете? Страдать, что ли? Родился, пострадал и умер? Да нафиг надо. Неинтересно так. Да и несправедливо. Жизнь тебе дана, чтобы впитывать ее. Вот представляете, вот во всей вселенной, бесконечной, наверное, вот это вот уникальное сочетание, вот, ну, создались такие физические условия для создания вообще жизни. Ну, представляешь, жизнь — это вообще чудо. И сидеть, грустить, вот заниматься такой херней, ну это, блин, несправедливо просто. Надо наслаждаться. Вот где еще такое, как на Земле есть? Вот где? Вот вода вот такая вот, жидкость, воздух. Мне кажется, ну, может и есть похожие планеты, но все равно плюс-минус. А здесь вот такие уникальные условия. Поэтому надо наслаждаться. Птицы вон как летают красиво. Чайки вон летают. Зимовать сюда прилетают все с северов. Кого только не увидишь сейчас. Зимой самое время для птиц перелетных. Они косяками летят еще на юг дальше. Летом их уже нету так много. Ну, только местные. А так вот сейчас осень, весна, зима, они такие перелетные все. Хорошо. Такой кайф лежать, течение тебя несет, офигенно. На закат любоваться. Ой, хорошо как.
продолжаются тут модернизации в салоне. В общем, я ничего лучше не придумал, чем вкрутить саморез сюда. Ну реально, блин, что, менять вот эту штуку, это капец, ее искать, дорого, находить, ну, тяжело. В общем, просто саморез вкручу. И надеюсь, все будет нормально держаться. Такие вот саморезные технологии. Сейчас добрался до фильтра салона. У меня такие подозрения, что его вообще ни разу не меняли. Сейчас достану оттуда. Вон там просто сыпется с нее все. Ёпарасоте. Офигеть. Мне кажется, ее ни разу не меняли. Это стопудово. Опа, вообще жопа. Я такой первый раз вижу, блин. Ох, пылесосить тут надо будет. Офигеть. Офигеть, это стопудово он оригинальный. То есть 13 лет фильтру. И сколько? 13 лет и 188 тысяч миль вот так вот проехала. Пыль Майами вот здесь вот вся сконцентрирована. Офигеть. Да, вон Volvo значок. Оригинал. По-хорошему бы сейчас не ставить вот новый фильтр, а попробовать прочистить систему вот эту вентиляции и все. Потому что вот если фильтр такой, там вся система вентиляции, мне кажется, забита. И сам вентилятор внутри, он на высоких оборотах создает вибрацию, короче. Звук такой, вибрация идет. Вот, поэтому по-хорошему, перед тем, как ставить новый, надо бы это все помыть. Еще и фильтр не подходит, кобзец. Он вообще по всем сторонам, ну, не подходит, не такой. Тут надо вот с такими пластиками. Ну, короче, я не знаю, где такой найти. Там оригинальный, что ли, заказывать где-то. В общем, не подходит. Придется возвращать. Так, а мне тут посылочки с Амазона пришли. Сейчас будем открывать, смотреть, что там. А мне пришли. Панелька пришла. Под водительское сиденье. Это некрасиво очень. Здесь вон она раздолбанная вся. Вот, сниму, поставлю вот эту. $30 всего. Вариантов на Амазоне дофига. Потому что частая проблема вот здесь вот ломается. Она вообще, ну вот прям видно хрупкая. И у всех она ломается. И вообще это частый очень лот. Видимо, очень много заказывают постоянно. И пришли газ-лифты. Газ-лифты для капота. Потому что старые уже практически не держат. То есть любой порыв ветра мне на голову раз приземлился капот. И заглушки пришли. Датчики для этих Oxygen Sensor. Вот, потому что у меня висят по катализаторам ошибки. Я попробую просто пока заглушить эти ошибки. Вот этим вот. Катализаторы пока менять не хочу. Ну вот, все, поставил панельку. Уже другое дело. Выглядит гораздо красивее, чем нежели там поломанная вот это вот. Вот это вот, а вот. Осталось вот здесь вот панельку поставить. Не знаю, в интернете не могу ее найти. Я посмотрел на разборке, здесь в Дайтоне есть XC90 какого-то там 2006-2005 года. Салон, в принципе, такого же цвета. Надо съездить, посмотреть. Может, завтра съезжу, посмотрю, что там от нее осталось. Да, конечно, ну, конструкторский просчет, я не знаю, как это назвать еще, очень сильно выпирает вот эта часть. А машина довольно высокая. И если нет подножек, ну, прям вот ты тянешься, и прям опирается, получается, нога прям на эту пластик. Нужна подножка здесь. Вот в этой версии у меня здесь нету подножки. И поэтому вот этот пластик будет страдать. Потому что подножка, она как бы покороче. Ноге не придется так тянуться к земле. Здесь, конечно, очень тяжело. Нога вон висит. Поэтому немножко просчет.
Сейчас думал вечером на велике поехать кататься или на каяке. И думаю, блин, на велике что-то неохота здесь. По дорогам, по всяким тротуарам ездить. На каяке поплыл, на середину реки встал, здесь никого нет. Кайф такой. Когда хочется умиротворения и спокойствия, каяк — это прекрасный способ как раз вот получить этот расслабон. Нравится мне эта мозаика под мостами. Сразу у меня флешбэчит наши остановки в Чувашии или в подземных переходах в Чебоксарах. Так, очередной день. Продолжаю заниматься автомобилем, приводить его в хорошее техническое состояние. Сейчас я все подготовил уже для замены жидкости в гидроусилителе руля, потому что там жидкость такая уже коричневого цвета, я не знаю, меняли ли ее когда-нибудь или нет. И руль чувствуется тяжелый, тяжеловатый руль, не очень комфортно. Вот поменяю жидкость. Жидкость я буду заливать не специальную для гидроусилителя, да, power steering, а обычную трансмиссионку, универсальную причем. Как бы можно ее заливать. Вот. Ой, как это сказать? Жидкость, которая специально предназначена для гидроусилителя, она обычно более густая. Соответственно, насос нагнетает большее давление. И вследствие чего руль будет крутиться легче. Вот, я не знаю, может у меня уже насос крякнутый, потому что если долго не менять масло, там мелкая стружка металлическая, соответственно, в жидкости появляется огромное количество. И эта мелкая стружка, она как абразив работает. То есть стачивает насос, и там все вот эти металлические клапана в насосе. Короче, изнашивается насос, и он уже не может такое давление создавать, которое должен. И, соответственно, давление слабое, руль будет тяжелый. Вот. Ну, я не знаю, поменяю жидкость, посмотрим. В любом случае, жидкость надо поменять. Насос-то работает, что его приговаривать, просто так менять как бы тоже не хочу. Соответственно, процедура непростая. Ой, точнее, простая, несложная. Надо завести двигатель, рулем крутить вправо-влево и следить за уровнем жидкости. Конечно, лучше, чтобы помощник был, чтобы руль крутил, а ты там доливал. Но я один, так что сейчас все будем делать. Достал сейчас фару. Думаю, что-нибудь с ней сделать. Ну как, что? Надо, во-первых, вот эту дырень заделать. Осколок там болтыхается внутри где-то. Вот, потому что она изнутри вся грязная. Тут не снаружи, а внутри. Там, потому что влага, все попадало. Конденсат. Вон там видно изнутри прям пыль, слой. Это по-любому надо снять, потому что нашлифовывать эту фару нет смысла. Ее надо вначале внутри все помыть, одеть. Вот, ну, насколько я понимаю, чтобы ее разобрать, там она на клею сидит. Фу, не знаю даже, как все это снимать. Нагревать надо, ну, как обычно телефоны снимают, экранчики снимают. Надо нагревать все это. Что-то делать. Пока не знаю, осмотрю только. Там дальше видно будет. Можно вообще купить новые фары. Я смотрел, $200-250. Такие красивенькие стоят. Но они без оптики. Там чисто вот как вот здесь. Вот такая же и здесь стоит. Без оптики. А здесь у меня поворачивающаяся оптика. То есть не хухры-мухры. Поэтому не все так просто. Ну не то, что все так просто. Не хочу поменять. Оптика классная. Надо ее восстановить, все сделать. А вот, собственно, осколок достал. Это уже хорошо. Сами фары, думаю, разбирать не буду. Не хочу заморачиваться так. Хочется, конечно, помыть их изнутри. Но вот не знаю, как это... Как достать можно хотя бы. Может, какой-то палочкой ее протереть вот здесь вот. Изнутри, вот через эту дырочку.
Так, ну что, одну фару я почистил, уже поставил, потом уже результат покажу. Вот эту фару я заклеил, да, вот так вот насрано, можно сказать. Ну, а что поделать, эту часть все равно не видно, здесь накладка такая стоит, ее не видно. Неаккуратно, но, надеюсь, все герметично, это самое главное. Слава богу, я не страдаю такой болезнью, как перфекционизм. Мне вообще как бы по барабану. Главное, чтобы оно свой функционал выполняло, а там, чтобы машина в идеале была, мне глубоко вообще, честно, пофиг. Ну, чтобы она красивая, симпатичная, конечно, была, без всяких там таких косяков, которые в глаза бросаются, это понятно, но все нужно делать по силам и средствам, как бы деньги в это вкладывать большие, ну, я не вижу смысла, и силы тоже, ну, если только есть желание. У меня вот нет такого желания, не хочу этим заниматься. Можно было, конечно, ее разобрать, это фару, ну, нафиг этим заниматься, потому что внутри там, ну, грязновато немножко с той стороны, влага попадала. Ну, не хочу этим заниматься, еще сломаю, потому что это непростая фара. Здесь, там оптика, все дела, непростые лампочки. Если были бы простая фара, можно было бы, конечно, разобрать ее, там, посмотреть. Но здесь слишком она дорогая, нафиг, лучше ничего не трогать. Главное загерметизировать вот это все и все дела. Сейчас отшлифую ее немножко и поставлю. Капец, уже вольно ковыряется. Ну, пришел сегодня на на разборку. Тут один XC90 есть, который мне нужен. Посмотреть надо сейчас, что с него можно взять. Там уже чувак двигатель снимает. Вот. Салон такой же, как у меня, практически. Ну, не практически, такой же. Вот я сейчас посмотрю, что можно снять. Что мне нужно. А мне нужно вот эта вот панелька нужна. Это 100%. Я ее буду сейчас снимать. Будем ее снимать сейчас. Тут уже трещины есть, главное ее не поломать. Тут уже сняли все, что можно. О. Вот это мне тоже, может быть, пригодится, кстати. А то у меня она какая-то там выцвевшая, непонятная, блин. Чувак, скорее всего, перепродажами занимается. Снимает двигатель, потом будет в 10 раз дороже его продавать. И вот эта мне штука нужна. Это впереди она стоит, где подстаканники. Она поломанная. А, подождите-ка. Что-то не понял я сейчас. Вот видите еще вот эту задний стопак. Вот у меня он разбит. Вот, не знаю, может снять ее. Ну, снял я. Не знаю, подойдет этот задний стопак или нет. Это машина 2004 года, то есть самое начало ее выпуска практически. А у меня почти самый конец, то есть разница 10 лет. И ну, я не думаю, что тут сильная разница. Там моя машина уже рестайлинговая, но там сильных изменений нету. Там задние фонари у меня диодные, здесь вот на лампочках все. А вот это я что-то понять не могу, на лампочке он или диодный. Что-то кажется, как будто он тоже диодный. Хотя я не уверен, может и на лампочке. Если на лампочке, то вполне возможно, что тут и разъем не подойдет. Фиг знает, может взять. Взять, не взять, вот не знаю. Нет, здесь диод, скорее всего, потому что я не вижу, где можно поменять лампочку. Если была бы лампочка, там все бы вытаскивалось, но здесь нету. Значит, диод должно подойти. А так все, по сути, мне больше ничего не надо. Селектора здесь нету. Ну, хер с ним. Уже все сняли тут. Фары мне не подходят. Это старые. У меня там системой Bliss навороченная, короче. А это мне не подойдет. Здесь, кстати, сидушка, на удивление, водительская, в хорошем состоянии, но она другого цвета. У
У меня такая белая кожа. Здесь такая бежевая. Некрасивая здесь. Ну, а тут, по-моему, вообще не настоящая кожа, кажется. Дермантин больше похоже. Цвет, кстати, темно-синий. По-моему, такой же, как у меня вообще, да. Вот если мне нужны, например, крылья, двери, отсюда можно снять. Оно, конечно, не совсем подходит, но в плане дизайна, потому что здесь вот всякая бампера вот такие вот пластиковые. Да, ну, помпа здесь. Сейчас достал еще рычаг поворотника. У меня он есть, но он, короче, треснутый в круговую. Вот здесь вот он держится там на стержне просто. Возьму его тоже. Вроде должен подходить, все такое же. Описалось. Короче, на полтинник все это вышло. Вот эта вот херня, куски пластика. Да. Уже неделю не можем мячик достать. У нас мячик. Я запнул его, он неделю там уже висит. Спробуем бутылку закинуть. Бутылкой сбить. Вот так выглядит приборочка моей Вольвочки. Мне особенно нравится щиток приборов. Если убрать check engine, щиток приборов, подсветка мне его нравится. Там подсветка, она идет не как изнутри, а как будто вот сверху вот там вот такие плафончики находятся, и они подсвечивают приборку. То есть изнутри там ничего не светится. То есть выглядит очень интересно, необычно. Такой добавляет, прям скажу, премиальности, ну, такой какой-то вот кондовости, какой-то ламповости добавляет. Вот. Уютно становится. Да, еще check engine так красиво тоже, уютненько светится. И папа, can you read it? Вижу. О. Read it. From Соня, да, подарочек? Что? Подарочек для Ильдарки от Сони, да? Я Дака написано. Ну что такое раз? Что она? I love you тебе написала и happy birthday. From Соня. И I love you. Я тебе поставила. Мама сделать. И мама, и папа, я bring это for мама. Я bring it. И папа, you see what I just spelled? Знаешь, что я просто spell? Давай. Spell it. Ты просто, ты. С днем рождения, Ильдарка написано. Нет, с днем рождения, мама. Ильдарка. Мама подарила, да, тебе? Мама. Так, и что тут? Автопоезд такой сделал, да? Да. Будешь автоперевозчиком. И смотри, смотри. Дай бог. Сейчас с утра смотрю, еду на машине, остановился, смотрю, течет что-то. Ну, думаю, блин, антифриз, наверное, стопудово, потому что, смотрю, уровень немножко упал. Антифриз. Сейчас надо проверить, прочекать, откуда он течет. Кобздец, блин. А, все, нашел причину. С патрубка течет. Сейчас, где там, сфокусируйся. Вот, патрубок, я его, видимо, плохо закрутил, вот с него и течет. Нормально, сейчас я его закручу нормально. И все будет хорошо. Вроде закрутил хомут. Испугался, а то я думал, сейчас этот будет. Как его? На радиатор встану. Не, нормально. Хомут просто затянул. Сейчас Эльдарку ждем перед школой. Холодно на улице. Почти заморозки.
Да, она очень устойчива. Ну, Серега приехал с северов, с Канады. И сразу плавать. Да, и сразу в плавание отправляется. Потестить новые эти фишки. Ну, хоть каяк как выглядит со стороны. Он мега устойчивый, он вообще такой прям. Он широкий, потому что. Закатик как раз. Для него здесь тепло, для нас холода, для флоридцев. А он-то из минус 20 там приехал. Здесь вообще просто лето настоящее. Да, здесь для него лето, а мы тут холодаем. Вон у Сереги машинка такая вот, вся в солях. Сразу видно, с северов приехала. Таких машин во Флориде не увидишь вообще. Детройский. Ну вообще капздец. Прям вот, знаешь, у меня как будто из России откуда-то приехал. Ага. Потому что я такой последний раз в России, наверное, видел такие машины. Даже мощнее. Да. Как это? Да, красота вообще. Здесь реально такое. Вон, видишь, все чистенькие машины, красивенькие стоят. Даже можно не мыть здесь, они как бы дождь прошел, там все смыл. Не, ну это тоже дождь бы солил. Ну да. Ну а сейчас, да. О, вообще угли офигенные, смотрите. Ой, древесные что ли? Да, вот. А, ну классно это Такие. вообще. Пеликаны здесь летают, охотятся. Сейчас холода, такие нормальные для Флориды пошли. И, видимо, вся рыба сюда скапливается на мелководье. Вот тут целая пара здесь летает. Вся рыба... Здесь вода прогревается, видимо, и рыбка сюда плывет. Вот они тут. Красавчики такие. Да, классно на воде жить. Тут вся... Вчера дельфинчики приплывали. Так, очередной день. Я все-таки решил поменять свечи. Вот, достал эту одну. Вполне неплохо выглядит. Ну вот смотришь, разницы практически нет. Но все-таки я водных данных не знаю. Не знаю, когда меняли эти свечи, но выглядят они неплохо. Там такое ощущение, зазор как будто чуть ли не меньше. Ну нет, такой же. Но выглядит свежо. Но все равно я уже свечи купил, думаю, поменяю. Хуже не будет, хотя эти оригинальные, он Volvo. Made in Japan. А вот по второй свече не все так уж и радужно. Далеко не радужно. Вон уже видно масляная
масляный след. Ну, сам как будто вот этот диод в хорошем состоянии. Ну, то есть тоже в таком же нормальном состоянии, но вот здесь видно, что пробег не маленький. Поэтому однозначно менять. Третий вообще в масле. Вон. Свечи, кстати, плохо закручены были. Я прям без усилия, они как будто не дозакрутили. Очень легко. Ну, то есть никакого момента там вообще не было. А вот последний я достал, последнюю свечу, и вот смотрите, он отколот просто. Просто отколот, а это не очень хорошо. Это значит, что эти осколки упали в цилиндр и там задирали цилиндр. Или задирают до сих пор. И он такая вся свеча грязная, видно, что там из-за этого все превращается в грязь, в пыль. Вот. Вследствие может уже масложор начаться хороший, но как я пока наблюдаю за масложором, пока непонятно, я очень мало проехал, но это, блин, нехорошо. Все, поменял свечи, сейчас я еще не ездил, проверим, как будет мотор работать. В перспективе надо вот это вот еще менять, это вентиляция картерных газов. Его ресурс примерно 100 тысяч километров, а он оригинальный стоит, он 2011 года, машина 2013. То есть он оригинальный. Практически 300 тысяч миль, не километров. 300 тысяч километров в смысле. И он не мененный. А его ресурс примерно вот 100 тысяч километров только. Поэтому его надо будет менять. Я смотрел, он $40 где-то стоит. Потому что он может забиваться там масляным нагаром всяким. И, то есть, соответственно, вентиляция плохая станет. Но по признакам вакуум есть в моторе. То есть я открываю крышку, крышку всасывает. А если выталкивает крышку, это значит, что он забился. Но пока он по вот этим признакам нормальный. Но это не гарантия. Сейчас еду, как бы разницы особо не чувствую с новыми свечами. Может быть, чуть-чуть лучше, но это, наверное, психологически так я себя настроил. Я что решил так поменять-то свечи? Я посмотрел последние оживления Ильдара Автоподбора на ютубе. Вот, и у них вот у последних машин была проблема как раз со свечами. Ошибок никаких не было, потому что я думал всегда, что если проблема там со свечами или с катушками, то должна обязательно ошибка висеть, а у них ничего такого не было. В итоге проблемы были в свечах, что машина плохо ехала. У меня-то нормально машина ехала, то есть не было никаких проблем, там, дерганий. У меня есть проблемы, но они не связаны с этим. Дрожь есть, как бы, это из-за убитых подушек двигателя просто. Вот. Ну, все равно это надо все менять, ведь я не знаю, когда это все меняли. Вот шум слышно? Вот, это верхняя подушка двигателя. Рычаг там. Вот. Это он шумит. Там болтается он, там резинка умерла уже, он болтается просто. Ветрюган сегодня, сейчас западный ветер дует. Сейчас солнце сядет, сегодня ночью заморозки ожидаются. Ветер холодный, я уже 2 капюшона одел. Вышел погулять сейчас. Расхаживаю новую обувь, вон кроссовки купил. Коламбия. Всего за $28. Они такие трекинговые, легенькие, хорошие. Кайф вообще. Те я уже выкинул кроссовки, без кроссовок жил пару месяцев. Думаю, блин, надо съездить купить. Я себя особо не балую вообще там вещами. Я вообще с этим никогда не запариваюсь. Что есть, то донашиваю до дыр, короче. Ну, классные кроссовки, мне нравятся. Чуть-чуть порадоваться своими покупками, и вы посмотрите. У меня никогда не было такого, чтобы у меня было несколько пар обуви. Ну, кроссовок, по крайней мере. Как бы обувь может быть под разные задачи, да, но чтобы там 2 пары кроссовок, нет. У меня всегда по умолчанию 1 пара кроссовок, и вот пока она не износится там в дуплину, так я и пользуюсь. Просто я знаю, у некоторых, ну, шиза по счету обуви там по 5 и более пар там кроссовок может. Я не знаю, я честно такого не понимаю. Ну ладно, у всех своя шиза же, правильно. У меня тоже своя шиза есть. У кого-то, у всех она по-разному проявляется. Ну какой ветрюган, пальма аж загибает. Как будто ураган сейчас придет, честно.
Показывает 30 метров в секунду ветер. Очень сильный. Так реально, как будто сейчас ураган скоро придет. Блин, короче, температура уже ниже нуля опустилась. Я лежу с обогревателем, но особо... Ну, как бы, конечно, теплее становится, но все равно холодно. Я уже чуть ли не в обнимку с ним лежу тут. Да, такой температуры здесь еще не было. Где Тампа, там вообще снег ожидается. Снег с дождем, снег — это аномальная погода для Флориды. Ну, бывает такое периодически. Ну, при мне такого, по-моему, не было, чтобы ниже нуля опускалось, еще не было. Почти к нулю бывало. 2 градуса, плюс 2, но ниже нет. Утро. Холодун вообще сейчас. Утром еще холоднее, чем ночью, наверное. Воды нету еще. Я не знаю, то ли воду отключили, то ли она в шланге там замерзла. Фух. Да, эта штука маленькая, она. Не хватает ее. Лужи замерзли. Лед, нифига себе, давным-давно это не видел. Здесь вообще не видел ни разу. Прикольно. Хорошо, в Марине есть туалеты, души. Сейчас буду отпариваться в душе горячем. Ремонт вон сделали, плиточку положили. Шо, вообще тут круто. Мороз-то он, ладно, фигня. Сейчас отогрелся, в душе хорошо. Ветер сильный просто еще сопровождается ветром. О, фух, что-то я давно не ходил. Сейчас 6 миль практически прошел в такую погоду. Ну, классную погоду, солнышко, мороз и солнце. День чудесный. Вот, ну, устал вообще. Давно не ходил такие расстояния, так много. То на велике, то на каяке, то на машине. А пешком что-то я забываю ходить. Короче, я с лодки поеду. Сегодня ночевать не буду на лодке, поеду к Кате ночевать. Хватит мне одной ночи, вчера мне хватило. Вот. К слову говоря, о аномальной температуре. Этой ночью побит рекорд 58 года по отрицательной температуре. Сегодня минус 5 было. В Фаренгейтах минус 20, ой, плюс 23. Ну, 23 градуса по Фаренгейту. В 58 году было 24 по Фаренгейту. Поэтому вот такой вот рекорды. С 58 года рекорд побит. Да. Такая вот фигня. Ну, на самом деле нормально. Просто ветер сильный. Сильный ветер очень. Вот. Сильный ветер, и по ощущениям минус 10-15, там прям так и написано, минус 10-15 градусов. То есть я говорю, это равносильно, что лучше мороз минус 15 был бы, но безветренный. Так вот, очередной день, мне пришла наконец-то вот эта вот реактивная тяга. Ну, называется так, реактивная тяга. То есть она не дает двигателю двигаться продольно. То есть она держит двигатель вот здесь вот, сюда присоединяется, сюда. И то есть двигатель, вот он не дает вот так вот ему гулять. Вот. Тут вот он вот так вот болтается, вот этот старый, оригинальный. Вроде от нее шум идет.
Вроде от нее. Там такой шум, как стук, как будто стойка не прикрученная вот на кочках. Вот, а у этой она не гуляет. Сейчас должен поставить, пройти вот этот шум, и, надеюсь, вибрация уменьшится, потому что когда неисправная вот эта реактивная тяга, там и нагрузка идет на подушки большая, соответственно. Там все взаимосвязано. Не в этом проблема, короче, была. Шумит. Ай, блин. Придется возвращать ее, капздец. Не в ней. Шум в другом. Ладно, хоть ее несложно ставить. Убирать. Сейчас опять назад ее поставлю. Фу. Значит, скорее всего, в стойке проблема. Там, где стойка, там вроде как бывает частая проблема. Резинка верхняя изнашивается, стирается. Есть такая фигня. Ну, снимать, я думаю, все равно менять не буду. Потому что вот это вот старая, вот у нее какой люфт. В любом случае, ну, она гуляла. Так не должно быть. Вот как рассохлась резинка, вот так вот, видимо, скукожилась. Не должно. Дальше протестю ее, проезжу, замерю, как вибрация насколько уменьшилась. Потому что, ну, вот с таким люфтом не должно вот такое быть.